Новочебоксарск принял крупнейшую отраслевую выставку страны «Стройдор-Экспо-2023». На набережной города сразу 35 российских предприятий представили современные образцы техники для ремонта дорог и коммунального хозяйства. Первостепенная задача для производителей – замещение импортных поставок. Какие достижения демонстрируют чувашские машиностроители? Подробности в следующем материале. На полигоне, который имитирует бездорожье, техника показывает все свои возможности. Внутренний радиус разворота машины 100 сантиметров. За счет универсальной сцепной плиты навесное оборудование может использоваться как в коммунальном, строительном, сельскохозяйственном, аграрном, ландшафтном и благоустройстве. В рамках деловой программы производители подписывают долгосрочные соглашения по реализации инвестиционных проектов. Так, на Чебоксарском заводе силовых агрегатов приступают к серийному выпуску умных погрузчиков. Нами совместно со Сбером разработано приложение и разработан блок управления техникой, который позволяет мониторить состояние техники, в том числе скорость перемещения, в том числе массу груза перевозимого, многие другие параметры. Соответственно, это позволяет безопасно эксплуатировать погрузчики на складах. 13 датчиков в машине. Мы понимаем, что эта техника, во-первых, безопасна с точки зрения эксплуатации. Во-вторых, мы можем выстраивать оптимальные маршруты перемещения техники на складах. В ближайшие годы на Чебоксарском заводе готовы начать выпускать и беспилотные погрузчики. Интеллектуальные системы управления техникой разрабатывают в Чувашском госуниверситете. Машиностроительный комплекс республики на выставке «Стройдор-Экспо» также представляли производители танк-контейнеров, тракторов, бульдозеров. Смотрины спецтехники проводят для потенциальных заказчиков и представителей федерального Минпромторга. Мы верим в будущее нашего продукта. Мы верим в успешное развитие российского машиностроения и экономики России. И готовы с тотальной рекордой поддержать мощь и силу нашего оружия. С рабочим визитом на отраслевую выставку приехал и заместитель министра промышленности России Альберт Каримов. На пленарном заседании обсудили развитие строительно-дорожного машиностроения в стране. В федеральном ведомстве обозначили задачу заместить импортные компоненты. Отраслевая выставка для представителей предприятий стала возможностью провести деловые переговоры и установить новые контакты. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Национальное телевидение Чувашии.